Там, где почти нет земли, чтобы растениям проживать комфортно, произрастает множество очаровательных цветов. Дикорастущие подарки гор, уникальные и чарующие горные цветы. Они цветут даже в экстремальном климате, высоко в горах. Им не мешают ни низкие температуры, часто бывающие здесь, ни сильные ветры, дующие на скалы и обилие сезонных осадков, ни толстые покровы снега. Растениями издавна восхищались люди, дикорастущими горными, лесными и полевыми. Название горных цветов известно не всем, а вот для биологов-ботаников это пища для научных работ. Очень рады, что наконец посмотрели эти замечательные места. Очень интересно, потому что совершенно не похоже на другие участки Кавказа. Почему? Потому что Кавказ идет от Черноморского побережья, где растительность представляет собой фактически Южную Европу, отчасти средиземноморский такой сухой климат, такой же, как в Крыму, такой же, как в Греции, такой же, как на Балканах. Высокогорье похоже на то, что в Швейцарии и в Австрии. Виды такие, как мы можем наблюдать в центральной части просто-напросто Монголии. Здесь ситуация средняя. Очень многие виды, которые здесь встречаются, которые мы успели здесь посмотреть, напоминают Центральную Азию, Алтай, горы Средней Азии. И это вполне закономерно оказывается. Но есть и некоторые очень своеобразные вещи, которые не... В Ингушетии есть виды, которые на Кавказе встречаются только в Ингушетии. Это удивительно, и это требует объяснения. Объяснения могут быть самые разные. Как виды мхов распространяются, никто толком не знает. Споры у них очень маленькие, и в одной маленькой коробочке, в которой созревают споры, может образовываться до 100 миллионов спор. Они потенциально могут прилететь куда угодно. Они пересекают океаны, и это даже доказано. Но в то же время получаются совершенно замечательные границы, которые совпадают с границами, которые получаются у деревьев, которые получаются у животных. Джейраско-Асинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник – это целостная природоохранная территория, большая часть которой никогда не подвергалась человеческому воздействию. В связи с этим она является не только местом распространения находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных, но и представляет собой естественную и немодифицированную среду обитания наиболее уязвимых крупных млекопитающих, как, например, кавказский зубр, тур, серна, волк и медведь. Один из ведущих заповедников Центрально-Черноземной в Курской области ведет уже многолетние эксперименты по поводу того, как влияет пастьба, как влияет умеренный выпас на те степные экосистемы, а именно здесь степные экосистемы представляют собой наибольшие интересы, наибольшую площадь занимают. Как их сохранить? Что нужно делать, какую давать нагрузку? Почему мы говорим о выпасе и говорим о каких-то покосах? Потому что раньше, до того, как человек появился на планете, биомасса травянистого покрова отторгалась дикими животными, которые, конечно, так сказать, сейчас их численность восстановлена быть полностью не может. Соответственно, если численность полностью установлена быть не может, то приходится ее имитировать какими-то средствами, какими она фактически имитировалась в последние десятилетия, а именно сельскохозяйственной деятельностью, которая здесь велась, которая велась очень разумно. Здесь никогда не было такого перевыпаса, который бы приводил к катастрофическим изменениям. Люди жили и очень аккуратно пользовались этой природой, и, соответственно, так сказать, создать те режимы, обосновать их и в дальнейшем использовать в качестве руководства для практики, это исключительно важная вещь.
В лесистой местности и горных выступах растут разные травы и папоротники. Здесь можно встретить и однолетние мхи и лишайники, устойчивые к морозам. Для них не требуется много почвы и питательных веществ. В весеннее время у нас обычно зацветают цветы очень рано. Это начинается примерно с начала марта, вот так примерно в это время. В марте, в апреле у нас начинают зацветать первые цветы. Это подснежники, хохлатки ранние и первоцветы в основном. А также вот бывает очень большое разнообразие влаголюбивых растений, таких как, вот, например, вот этот махообразное. Это, кстати, артотрихум. А он предпочитает расти на стволах деревьев. Вот если мы посмотрим вот на это дерево, вроде бы невооруженным глазом кажется, что только одно растение здесь произрастает, да? Если ближе приглядеться, то получается, у нас растений здесь очень много. Вот один вид, вот второй вид, вот по соседству третий вид, вот четвертый и так далее. То есть это вроде бы одно дерево, но представляет собой целое сообщество. Вот вы назвали вот это растение. Так, вот это растение, это лишайник, бородач. А вот это растение, которое я в руках держу, это Уснея флорида, лишайник тоже. Вот этот именно лишайник, он в России считается очень редким видом, даже занесен в Красную книгу. А у нас он здесь растет повсеместно. И вообще вот эти махообразные лишайники, они являются как бы индикаторными растениями, которые свидетельствуют о чистоте воздуха, чистоте почвы, воздуха и так далее. И Что способствует тому, чтобы вот на сухих ветках произрастал мох? Вот на сухих ветках там все-таки весной бывает высокая влажность. А для махообразных влажность она очень важна. В любом случае, любое растение, если для него неблагоприятные условия, произрастать не будет. Если оно здесь вот так вот растет, преобладает, вот лишайники в данном случае, то для него это комфортные условия для произрастания. Мхи и лишайники могут как-то поглотить все дерево? Вот мы видим очень Нет, редко они, листья и больше мха. В общем, лишайники, мхи сами по себе растения не портят. Не портят. В основном деревья портятся у нас, трутовики, есть такие грибы, вот они портят. А эти растения, они используют это дерево только просто для произрастания в данном случае. Все, что необходимо, лишайник получает из воздуха, из воды, которая сверху льется, из дождя. А даже глубь растения он не проникает, как бы, у него нет корней. И он не меняет цвет в разные времена года? Нет, цвет особо так не меняется. Он живет и в холодный период? Да, и в холодный период на деревьях сохраняются эти лишайники, но, как вам сказать, более пышно они бывают, произрастают только весной, летом. Как-то сохранить, вот если вот мы срываем ветки, сохранить вот это махообразное, возможно, каким-то образом для декорации, может быть, для дизайна? Можно, просто надо учитывать то, что махообразные, они предпочитают более влажные места. Сажать их стоит вот в более затененные места и почаще поливать. Или хотя бы брызгать сверху. Да, опрыскивание Опрыскивание, да. жизни, да? Также у нас в горах произрастает большое количество редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу России. Из 533 видов краснокнижных растений России непосредственно в горах встречаются 282 вида. А вот это интересное растение, вот дерево целое, прям как называется? Мы вот такого не видели. Это ива. Вот если в ту сторону посмотрим, там более наглядно видно, что это ива. Обычно мы привыкли видеть иву, которая у нас в культурных насаждениях растет, с поникшими, обвисающими ветками там, и так далее, и так далее. А у нас в горах тоже растут свои свои виды ивы. Одна из них более низкорослая, есть еще более высокие деревья. Но это в любом случае относится к семейству ивовые. Тут и сережки, и вот другие, и листья другие, да? Да, чуть-чуть отличаются они. По размерам, по форме там и так далее. Вот это вы называете плоды ивы, да? Да. Вот мы здесь видим очень красивый кустарник, вот на первый взгляд.
Но появляются цветочки. Как называется вот это растение? Так, в основном это растение молочай, и он как бы не относится к кустарникам, это считается травянистым растением. Сейчас только вот раскрываются вот верхние листочки на макушке, и только показываются цветочки. Мгм. Молочай это лекарственная трава. В принципе, молочаи, вот, они введены в культуру, считаются декоративными очень. Их даже букеты, свадебные букеты вот так вот используют для формирования. А так, большинство вот трав, которые произрастают у нас в горах, они являются лекарственными. То есть содержат фитонциды, фитогормоны и так далее, другие полезные вещества. Мгм. А, до какого периода цветет молочай? Ну, молочай обычно зацветает весной, а вот его высохшие уже соцветия, они бывают видны даже летом. Папоротник любит затенение больше, более затененные места. А молочай он встречается и в особо светлых местах. Папоротники разные. У них есть на нижней стороне листа обычно бывают сорусы. В них созревают споры. Эти споры, они высыпаются, и вот когда более влажная такая погода, они прорастают, образуя как бы первичную протонему. И начинается вот развитие этого папоротника. То есть это папоротник растения, которое размножается не семенами, а спорами. Так, вот этот цветок, это первоцвет весенний, тоже относится к весенним видам. И в данном случае вот это растение, оно является лекарственным. Его корни содержат, листья содержат в основном сапонины. Считается хорошим отхаркивающим средством при заболеваниях легких. Из него в основном делают отвар из сушеных. Да, листьев корни цветов, да? высушивают и готовят отвар на воде и пьют определенную дозу. Первоцветов, скажем так, очень большое разнообразие, разные виды бывают. Это весенний, есть еще цейландский, он растет чуть повыше. Это в данном случае лесной вид, а тот предпочитает более засушливые места. И вот он занесен в Красную книгу. Корни некоторых растений проникают вглубь расщелин гор в поисках воды. Они так приспособились жить на голых скалах, что в прочих местах просто не растут. Ингушетия как-то обходила вниманием изучение, и поэтому в результате вот получилось, что Ингушетия оказывается на карте бриологической изученности одной из таких последних белых пятен, поэтому, соответственно, наше внимание она тоже привлекает. На скалах и на стволах такие большие подушки. В болоте попадаются тоже крупные такие бриумы, и они формируют как бы часть растительного покрова очень важную. Но на самом деле большая часть мхов это растения гораздо более мелкие. Вот здесь представлено, наверное, несколько сотен растений, которые вряд ли вы сможете показать, они меньше миллиметра, которые растут на сырых скалах и которые являются относительно редкими, потому что собрать и изучить такие растения может только специалист, который долгое время изучает эту группу и знает, как их собрать, потому что не так-то просто. Иногда бывает нужно залезть в узкие щели и выковырять их оттуда. И естественно, что смотреть, что это такое, можно только при помощи бинокуляра и каким-то образом их определить. На каждый пакетик делается этикетка, и в результате составляется база данных, которые показывают распространение всех видов на территории России, потом они интегрируются, так сказать, в международные базы, и в результате вот таким образом создается глобальная наука о распространении растений, которая позволяет делать разнообразные выводы, прогнозы изменения природной среды, которые, к сожалению, становятся все актуальнее и актуальнее. Что осознали в 20 веке, в 21 веке наверняка, так сказать, будут найдены какие-то правильные решения о том, как нам сохранить нашу планету. Мы сегодня неспроста затронули тему разнообразия флоры на территории заповедников в своей программе «Неизведанная Ингушетия». В течение благословенного и священного месяца Рамадан каждый из нас увеличивает количество хороших поступков, совершения благих деяний и раздачи милостыней.
И нам хотелось бы призвать вас, дорогие телезрители, посредством нашей программы к тому, чтобы и после окончания священного месяца Рамадан, во время летнего отдыха на территории заповедника, вы также придерживались совершения благих деяний и в вопросе сохранения природы. С истреблением зелени люди лишаются очень многого, что содержит окружающий мир. Охрана растений, в свою очередь, должна этому воспрепятствовать. Ведь эта часть не только необходимый источник здоровья, но и эстетическая составляющая мира искусства, которая вдохновляла и вдохновляет многих художников и литераторов на создание шедевров искусства. Но самый главный шедевр – это планета Земля. И так необходимо всем нам позаботиться о зеленом ее населении, чтобы и наши потомки могли насладиться многообразием видов растительной жизни.